В 2012 году у нас была информация о том, что готовится убийство Немцова, и было принято решение о ликвидации, о физическом ликвидации Бориса Немцова и Гарри Каспарова. И посадить в тюрьму Удальцова и Навального. То есть, почему было такое принято? Удальцов и Навальный, они списывались как националисты, и Запад к этому должен был отнестись нормально. А посадить в тюрьму Немцова и Каспарова было невозможно, потому что никак к ним нельзя было приписать национализм, потому что на Западе их принимали как либералов и как демократов. А их физическое уничтожение, опять свалить это на чеченцев, это было очень выгодно правящему режиму, но при этом вот осудить это и, может быть, найти кого-то из злых чеченцев, которые совершили это преступление. Все списать, как в случае с Анной Политковской и с другими абсолютно неудобными режиму политическими деятелями, которые были уничтожены вот за последние 20 лет. Поэтому это решение было принято тогда. Тогда мы встречались, есть еще живые свидетели, когда мы этот вопрос обсуждали. Мы встречались там. В принципе, после этого Гарри Каспаров остался за рубежом. Немцов вернулся, он сказал, мы не можем, несмотря ни на что, оставить Россию. Сотни тысяч людей, которые не прикормлены. Рамзан прикормлен Путиным. В свою очередь, Рамзан прикормил какую-то группу людей. Вот за минусом этих прикормленных и откормленных людей чеченское общество просто выжидает. Выжидает. Они не приветствуют, но страх перед смертью, потому что любое проявленное недовольство, оно наказывается не просто там тюрьмой, как Кутаева Руслана посадили на 4 года, да, или же там кого-то изгнали, кого-то там сожгли дома, выгнали. Просто людей убивают, люди исчезают, и их нету. И это все делается с ведома Москвы и с ведома тех, кто установил сегодняшний преступный режим в Чечне. Чечня – это зеркальное отражение всего, что происходит сегодня в России. Я вас уверяю, все те методы, которые использовались в России против оппозиции в Москве, они все были опробованы в Чечне. Все эти фальсификации выборов и все эти абсолютно античеловеческие методы, используемые правящим режимом России против российских граждан, ложь, пропаганда, фальсификация, это все было отработано на этом маленьком клочке земли в Чечне. И когда все это отрабатывалось, все, и оппозиционеры, и журналисты, и независимые, и зависимые, и правозащитники, это делалось вот под их аплодисменты. Еще с советских времен чекисты, как правило, все преступления совершали под бурные аплодисменты трудящихся. То же самое повторили в Чечне. Но потом это все перенесли уже на всю Россию. Абдурахман Авторханов был советский политический диссидент. Он жил в Германии, в Мюнхене, кстати, он не умер. Написал очень много книг. И в свое время, как только в 90-м году еще при Горбачеве пошел вот этот парад суверенитетов, он обратился и в 91-м году, когда началось такое уже очень начало было противостояние Москвы и Грозного, он обратился к чеченцам и сказал: наше будущее – это с Россией. Вы должны понимать, что до тех пор, пока не освободится Россия, ни один народ, который находился на постсоветском пространстве, не может быть свободным. Поэтому сделайте и не спешите, сделайте так, чтобы сначала Россия стала свободной. И я вот сейчас, как человек, который был вовлечен в все эти процессы, я в принципе осознаю, что это было исключительно правильно. И до тех пор, пока Россия не станет свободным и правовым государством, и будет жить для населения и для людей, российские режимы, которые будут меняться, но сохраняя при этом преемственность, как сохранили сегодня, Россия, став якобы демократической страной, но она объявила себя правопреемницей СССР, тоталитарного режима. И в принципе она продолжает оставаться такой же. Хотя оболочка была якобы демократическая. Но сегодня весь мир и в первую очередь сами российские граждане почувствовали, что это такое. Это миф.
Ни такого страха нет. Если говорить о страхах, просто Путин – это комок комплексов неполноценности. Но в данном случае относительно Рамзана Кадырова у него нет никакого страха, у него нет никаких комплексов. Они все прекрасно понимают о той армии, о которой вы говорите. Это армия наемников. Кто платит, тому и будут служить. И эта армия не Рамзана Кадырова, я вас уверяю. Это сегодняшняя армия, и все эти подразделения, они являются структурными подразделениями силовых структур России. Министерства обороны или Министерства внутренних дел. А те какие-то у него заявки или же выходки Рамзана Кадырова, они сегодня абсолютно устраивают Путина. Потому что Рамзан Кадыров своего рода стал таким мусорным бачком политическим. Весь негатив, который существует и есть в правящем режиме, они все это списывают на Рамзана Кадырова. И когда как им выгодно, так и комментируют. Если кто-то считает, что те подразделения, которые были подчинены или находятся в подчинении Рамзана Кадырова, могли или могут совершить какое-то преступление без ведома Рамзана, или же Рамзан может дать какие-либо указания или установки, не согласованные с Кремлем, это величайшее заблуждение. Может, кто-то хочет так, может, кому-то так удобно думать. Вот во всем виноват там этот Рамзан Кадыров. Кто такой Рамзан Кадыров? Это ноль с палочкой. Нет России, нет российской армии, которая стоит за ним. Нет конкретно человека, который сидит в Кремле и прикрывает его, и продлевает его существование. Он ничего не значит. Ровно 3 дня в отсутствии российской армии и поддержки со стороны Кремля, ровно 3 дня он не просуществует в Чечне. И если кто-то думает, что сегодня кадыровская армия давлеет над чеченским обществом, это ложь. Это пропаганда. Именно кремлевская власть и все, что Кремль дал волю тем, кто сегодня он поставил во главе этой республики и платят, как говорится, дань за то, чтобы сохранить вот эту видимую так называемую стабильность и умиротворение. Договор между ними, он существует, безусловно. Есть правила игры, которые обе стороны соблюдают. И все. Никакого страха и никакого там выхода из-под контроля нет. Просто этого быть не может. Это одна система, и она, в принципе, существует только благодаря потому, что все игроки выполняют, соблюдают те правила, которые они между собой определили. Начали с Чечни, пришли сегодня к Украине. Но это закончится только с уходом Путина. И поэтому для Путина Кадыров – это политический проект, которым он хвастается. И если вы обратили внимание на его выступление, которое он озвучил в 2002 или 2003 году, не помню, обращение к Федеральному собранию, нам говорили, что в Чечне не найдется и десятка человек, которые поддержат нас, а сегодня их тысячи. И зал аплодировал. И это была его победа, политическая победа. И, естественно, признать, убрав Кадырова, это значит признать, что он все эти годы был неправ, на что он не может пойти сегодня. И поэтому они сохраняют это очень крепко связанные, не потому что Путин его боится, а потому что он Путину очень нужен. И будет нужен и востребован до тех пор, пока он сидит в Кремле. Кадыров был уверен в том, что Россия начала войну для того, чтобы решить историческую проблему, определив взаимоотношения России. И Кадыров, когда пришел, в принципе, когда вся власть была в его руках, была принята Конституция, так называемая, был проведен референдум, и когда Кадыров начал требовать подписания федеративного договора, и когда Центр это отказал, первое, что сделал Кадыров, это было обращение, что он сказал: если бы моя воля, я объединилась бы всех чеченцев, чтобы снова начать войну против Кремля. И эта война закончится, он сказал следующее заявление, именно тогда, когда это решат в Кремле. В принципе, когда он уезжал из Москвы, он в своем ближайшем окружении, это за день до его убийства, он сказал: соберите все мои вещи, мы больше в Москву не вернемся. И, в принципе, все это знали. И вы знаете, сегодня Рамзан Кадыров прекрасно знает, кто убил его отца.
Рамзан Кадыров и все, кто сегодня находится у власти, абсолютно владеет информацией, что Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за убийство Кадырова, не имел никакое отношение к этому убийству. И поэтому сегодня фигура Рамзана Кадырова, она была выбрана именно специально, молодой, абсолютно ничего не понимающий. Из него можно лепить то, что... Да. И вы понимаете, то, что Путин ему дал, у этого человека в мыслях, в его фантазии, даже в его фантазии не существовало, что такое может быть. Он об этом не мечтал, потому что его воображение было настолько далеко от того, что в реальном существующем нашем мире, что человек может пользоваться такими плодами, которые он сегодня испытывает. Естественно, он будет продолжать верой и правдой служить Путину до тех пор, пока он будет сохранять вот это положение. И он очень хорошо понимает, он существует ровно столько, сколько будет сидеть в Кремле Путин.